При входе в кабинет начальника я был избит, и на меня на голову был одет мешок. И в тот же день я был этапирован в город Красноярск на самолете. Тем более на иждивении у меня было 8 малолетних детей, жена гражданка России. В связи с этим я 10 лет, 8 лет боролся с правосудием Российской Федерации, который я не видел никакого правосудия у них. Я видел одно издевательство, избиение, пытки. Я Гульмамадов Далер Булахмадович, 30 ноября 1975 года рождения. С 2010 года я был похищен государством Российской Федерации, вызывая в паспортный стол без уведомления меня. Я был этапирован сотрудниками ФСКН, ФСБ. Был этапирован в город Красноярск. При задержании мне не было предоставлено ни адвоката, ни переводчика, ни понятые. Я был вызван провокационным методом в паспортный стол города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, город Тосно, вызывая в пятницу 2010 года начальником паспортного стола Людмила Владимировна. При входе в кабинет начальника я был избит, и на меня на голову был одет мешок. И в тот же день я был этапирован в город Красноярск на самолете. Тем более на иждивении у меня было 8 малолетних детей, жена гражданка России. В связи с этим я 10 лет, 8 лет боролся с правосудием Российской Федерации, который я не видел никакого правосудия у них. Я видел одно издевательство, избиение, пытки. Считаю, что в течение 8 лет со мной не было никакого судебного разбирательства о пытках. Находясь в городе Красноярске, мне было выручено протокол задержания, который не соответствовал законодательству Российской Федерации, привлечение в качестве обвиняемого, что якобы я участник преступного сообщества, тем более я никогда в жизни не был в Красноярском крае. Обвиняли в каких-то людей, которые я их вообще не знал. В связи с этим произошло вот этот... В данном Красноярском крае, в следственном изоляторе СИЗО, всем ясно, что за учреждение. И там в каждой камере находились прессовщики, которые выбивали явки. С 2011 года я уже начал писать во всех инстанциях Российской Федерации. Вот, честно сказать, у меня есть запись всех исходящих, входящих номеров. Я обращался и 3 раза обращался к президенту. Один раз семья обращался, 2010 год президенту, тогда в то время был Медведев. А трижды я, находясь в Красноярском крае, лично обращался к президенту Путину. В связи с разбирательством, моего судебного разбирательства, которое я от президента Владимира Владимировича Путина ничего лишнего не просил. Я просто говорил, что есть в Российской Федерации организация или человек, который я мог предоставить им документы, которые показывать о фальсификации документов, о участии в судебном разбирательстве. Но, честно говоря, я получал отписки, которые я в течение 8 лет получил, эти отписки. И там написано, ссылка на Конституцию, что наши судьи независимые, но, честно говоря, я не видел независимых судей Российской Федерации, потому что я видел одну зависимость от прокуратуры, от следствия, от всего вот этого. Круговая порука. Потому что меня и там избивали, например, психическое давление. Я 17 часов ходил, у них режим, 17 часов я ходил, не сидел на своем спальном месте, например.
После этого я неоднократно попал в больницу. Это они все, у них там все зафиксировано. Мне не давали, во-первых, читать молитву 5 раз в день. Это не только я хоть чуть-чуть там еще мог чего-то делать, а те таджики, которые там находились, я в боксиках пересекался с ними, я задавал им вопросы, что вам дают молитву читать или там религиозные чего-то. Ну, они говорили, в соответствии с законодательством, они, когда в сезоне находишься, они должны, отдельно это должно для моления. Ну, у них не было этого, мы внутри камеры читали, но не давали молитву читать. Те процессуальные документы, которые у меня были похищены в Москве, в Москве, в СИЗО 77/5, это улица Выборгская, по-моему, Новодворный канал, говорят его, вот этот. После отмены 3 приговора Красноярского краевого суда я был этапирован в город Омск. Уже у меня началось 4-е судебное разбирательство. В течение 2 дня, находясь в СИЗО города Омска, заходя в камеру нашу, с данными сотрудниками я был избит. Данные сотрудники меня избивали, завернули в матрас, избивали. После этого матрас заворачивать, чтобы синяки не появились синяки. Но я когда зашел, увидел этот матрас, думал, для чего он стоит. 4-5 были эти сотрудники. Потом после этого один ушел, они начали коленкой мне в живот, потом мне уронили, после этого подняли, руки завернули, в матрас завернули и дубинками, ногами. Один раз сознание потерял. Когда мне завели в ту бытовую комнату, меня избили, у меня были вещи мусульманские, они подняли эти вещи, говорили, что ты знаешь, что с мусульманами здесь что творят? Ты, плохие нецензурные слова. Кроме этого, они взяли Коран, у меня четкий покойного отца взяли, бросили в мусор. Когда я уже говорил, что давайте я четкий возьму с мусора, они мне не дали этого. Потом начали вещи выбрасывать, книги выбрасывать. После этого книги Коран был, они порвали книгу, думали, что якобы что-то я там спрятал. Эти книги я с собой уже принес, мне с собой. После этого мне с этого 15-я камера спустили в подвал, 14-я камера, и там зашли, прямо мне в лицо сказали, если ты куда-нибудь напишешь, если будешь жаловаться куда-нибудь, мы тебе, худшую сторону тебя будет. И когда меня избили, подняли, после этого данные 4 сотрудника вот так стоят, и один берет, это был Костянов, мне фамилия, все записано, эти сотрудники. Я тем более обращался в Следственный комитет по этому поводу. В конечном итоге мне отправляли что якобы данные сотрудники, якобы Гульмамадов дает ложные показания на данных сотрудников. Но я потом это тоже Европу написал, что вот так они поступили меня. В данном Омске, например, я отправил 329 документов. Данные документы, я уверен, что они не дошли. Я на приговорах, на протокол Верховного суда сзади них писал, как со мной что поступили. Вот обрати внимание, если было бы свобода слова, гласность в России, одна из мощнейших средств массовой информации, вот в период, когда вы находились, насколько мне известно, вам СМИ вообще не подходило российское. Не говоря уже о адвокатах, потому что вы сами себя защищали, вы сами довелись европейской, вы выиграли Европу, сейчас в Таджикистане поэтому находитесь. Вот вас оправдал сегодня Европейский суд. Вот у вас надежды не были абсолютно. Другие инстанции, вплоть до президента. Я в каждом судебном разбирательстве, в Красноярском, когда меня везли туда, я в каждом процессе ходатайствовал, они все это прекрасно знали. Я вызывал прессу. А таких, как вы, которые я знаю, каждый 4-й заключенный в России из Таджикистана, а тем более по национальности таджик. Это говорят пресс-службы, которые связаны с Российской Федерацией. Они таджики. Как так получилось? Вот я вижу на вас опыт, что вы благодаря вашим знаниям, вы чемпион Советского Союза. Вы спортивный человек. Если это все закалки у вас не было, практически мы сегодня здесь бы не стояли.
Честно говоря, я обращаюсь в Российскую Федерацию, чтобы они конкретно в соответствии с законодательством разбирались в моем судебном разбирательстве, которые незаконно меня осудили. Незаконно для меня, вот я Европу писал, что они мне не судят, а проводят со мной пытки, вот честно сказать. В связи с этим, то издевательство, которое я видел, я не хочу, чтобы с моим братьям, которые таджики, которые там находятся в следственных изоляторах, учреждениях ГУФСИН, которые на всех издеваются, вот честно сказать. Я просто много чего еще высказываю по этому поводу при встрече, если Караумат Шарипович предоставит встречу с послом Российской Федерации. Я сделать. все это высказываю, я ноту протеста, соответственно, Минюст Таджикистана, я могу в Европу уже, я неоднократно обращался, что у меня 8 малолетних детей, которые 4 из них, они учились в Российской Федерации. Что делала Российская Федерация? Он разрушал мою семью, например, моих детей оставили без отца, взял меня, депортировал. На каком основании? 0,01% оправдательного приговора в Российской Федерации. Как человек, гражданин, может защищать тогда свои конституционные права, свои какие-нибудь меры предосторожней к себе? Нету этого вообще. Я в общем не видел. Я видел одно издевательство, одно избиение. Можно сказать, мои процессуальные документы просто обокрали. Не дали мне даже... Я даже на Верховный суд обращался. Это был 2011 год. Начальник учреждения Тихомиров, замначальник Ведишев. Я в соответствии с законодательством Министерства юстиции подавал документы для отправления в Верховный суд. Но мне не дали, угрозой мне этапировали. Те ребята, которые внутри камеры сидели со мной, все это видели. Они все это, я их номера, их фамилии, все это у меня все записано. У меня вот такой вопрос. Вот вы занимаетесь правозащитной организацией в Российской Федерации. Вот Магомадов, он как-то более еще образованный, подкованный человек. Как-то вот, ну, вы еще не создали организацию, но сталкивались сталкивались с ситуациями, когда граждан Таджикистана по каким-то непонятным обвинениям, какие-то вот такие ситуации, ну помимо вас, конечно, то, что у вас такая ситуация, вас выдворили из России, но обращались к вам люди, которые вот такое нарушение закона в отношении них было. Ну, здесь даже, не говорят, десятки, сотни, тысячи граждан, может быть, поступали и тогда в России. Говорю, сейчас не нашли, в Таджикистане находят. И здесь собирался. Я когда нахожусь в Таджикистане, в таком плане, что как-то связать российские наши помощь гражданам и внутри которые освобождены, в частности, узников называя. Их узником называю, потому что он сам ходил в этом же одежде, и написано было спереди, сзади, что я узник. Именно человек, который пострадал благодаря сегодня демократическим принципам, который не соблюдал Российской Федерации. Их много, и многих мы освободили. Это были унижения, которые неоднократно мы говорили не только голословно, а фактами, вплоть до уполномоченными, до других, когда пишете уполномоченное письмо, говорит, если второй раз, это российское у нашего, вы или третий раз напишите любое письмо обращение, то по отношению к вам больше ответа не будет. Ну, привлекая, то есть стараемся сделать так, что разные статьи будут, значит, соответственно, сегодня, значит, ваше обвинение. Невиновных людей уполномоченный обвиняет. Вот эта вся система, это масса людей, которые сегодня в Таджикистане, они были, многие из них граждане России, оказались здесь. Дети остались в России же, они имели место жительства, они имели вид на жительство. Вот этим путем отправляют в Таджикистан, а при этом они сами предлагают получать гражданство в Россию. Об этом открывается консульский отдел, другие, соответственно, структуры. Мне становится как человеку разумному непонятно сегодня, что хотят сегодня российское руководство. Много ли обращений граждан, которые вот вы сказали очень хорошие вещи, зачем открывают консульские отделы, раз выдворяют, зачем предлагают получать гражданство Таджикистана. Вот лично к вам люди регулярно обращаются с тем, что их по непонятным причинам обвинения против них какие-то вымышленные выдвигаются, их выдворяют из страны. Вот если они бы не обращались, и не была моя реакция, соответственно, все волонтеры движения Таджикистана, я и сегодня бы в Таджикистане не оказался. Это был та институт, который мы создали. Это помощь государства в России, руководству Таджикистана. Но они почувствовали, что люди идут не в прокуратуру, не в суд, не в полицию, они идут к общественным,
сильным, авторитетным правозащитником. В этом стало страшно государственную машину, что это люди идут. Каждый день, обратите внимание, у нас только до 2017 года уже было 860 тысяч членов, участников движений. Это почти имели по 3-4 человека, еще они своих близких, почти 2 миллиона. Обратили внимание, за что были депортированы более 800 тысяч граждан Таджикистана за последние 6 лет, я не буду 5 говорить. 6 лет. Они имели члены семьи, они же были гражданами России, они имели РВП, они имели вид на жительство, они ходят здесь, бегают. Там остались жены, может быть, и русские есть женщина, которая родила от этого Абдулла, нашего таджика. Но это факт сегодня. Надо искать пути, уважать, любить свою нацию. Не привлекают к нему различные статьи, которые сегодня мы привели здесь. Подобные меня говорят, вы гражданин Таджикистана, потому что вы родились, извините, миллионы русских здесь родились. Они завтра возвращаются, будут претендовать на это таджикское называемое государство. Дальше вы ничего не сделаете.